за небольшую задержку. Очень хочется поделиться опытом и видеофрагментами, поэтому немножечко вот такая задержка произошла. Значит, меня зовут Оксана Витальевна Орсак, я работаю учителем начальных классов с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи. В этом учебном году мы закончили 2 класс, прошли 3-й год обучения, и сегодня, подводя итоги первых шагов обучения детей с ТНР в ГУРК Скышей номер 4 города Сыктывкара, мы поговорим об условиях успешной образовательно-коррекционной работы с обучающимися с ТНР на уроках и во внеурочное время. Известно, что нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические процессы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой и логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Обучающиеся забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Наблюдается низкая активность припоминания, что приводит к снижению познавательной деятельности. Обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления. Без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Обучающимся с ТНР присущие и некоторые отставания в развитии двигательной сферы, снижение скорости и ловкости движений, пространственно-временная организация движений, общих, мелких кистей и пальцев рук и артикуляторных. Образовательно-коррекционную работу с обучающимися с ТНР мы выстраиваем, учитывая их характерные особенности. Для эффективной образовательно-коррекционной работы особое внимание мы уделяем щадящему, здоровьесберегающему, комфортному режиму обучения и нагрузок. В нашей школе реализация учебного плана осуществляется таким образом. Первая половина дня охватывает учебные предметы обязательной части учебного плана. На слайде представлено наше расписание. Во второй половине дня после перерыва реализуется коррекционно-развивающая область и внеурочная деятельность. Традиционное проведение динамических пауз с включением гимнастики для мозга, пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, артикуляционной гимнастики с обязательным включением речи обучающихся также способствует щадящему и здоровьесберегающему режиму. Некоторые фрагменты и некоторые приемы работы представлены в видеофрагменте. Между ладонями мячик возьмем и компоненты сложения мы назовем. Пожалуйста, кто готов? Красиво крутим. Компоненты сложения. Соня? Стоп. Гоша? В обратную сторону. Арина? Молодцы. Первое слагаем, второе слагаемое сумма. Продолжите мое предложение. Действие сложения. А знак, Владик? А знак. Спасибо. Кто поможет? Соня? В обратную сторону. Молодцы. Повтори, Владик. А знак. Хорошо. Найдите сумму 4 и 4. Левая рука. 4 и 4. Снежана? Будет 8. Согласны? Хорошо. В другую сторону крутим. Найдите сумму. Автоматически отвлекаются. Вы не отвлекаетесь. Алеша, я тут. Найдите сумму. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тоже 8. Молодцы. Умнички, посчитали. Справились с таким трудным заданием. Молодцы. Замечательно.
Ну так, давай топор. Ой, батюшки, не замай! Из топора кашу сварил. Так, дорогие мои ребята, сейчас наши руки превратятся в топорики. Поставьте руки вот таким образом. Ребро и ребро. Топор – это инструмент для рубки дерева. Мы будем рубить дерево. Как? Посмотрите. Начинаем с правой руки. 1. Вторая рука. 1, 2. Правая. 1, 2, 3. Левая. 1, 2, 3, 4. Правая. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А теперь считаем в обратном порядке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. 1. Похлопайте себе и другим. Молодцы. А теперь мы будем выполнять это упражнение заново, но считать вы будете про себя. Так, уважаемые коллеги, значит, гимнастика для мозга, гимнастика для рук и так далее составляется в зависимости от темы урока. Вы здесь увидели, что когда изучаем сказку из топора, мы предложили ребятам вот такую динамическую паузу. То есть все зависит от темы и от урока. Так. Скажите, пожалуйста, видно ли меня? Так, уважаемые коллеги, если видно, поставьте, пожалуйста, если видна презентация, поставьте, пожалуйста, плюсики, и мы с вами будем продолжать дальше работать. Жду ваших плюсиков. Так, и идем дальше. Все, увидела ваши плюсики. Так, уважаемые коллеги, значит, также щадящий и здравоосберегающий комфортный режим обучения предполагает смену видов деятельности. Так, сейчас, минуточку. Смену видов деятельности на уроке, смена поз.
Мы с ребятами то сидим, то стоим, передвигаемся по классу. Смену видов работ. Это и устная, и письменная работа, и чередование этих смен видов работ. Смену форм организации работы, индивидуальная работа, групповая работа, работа в паре. Все это относится к щадящему, сберегающему комфортному режиму обучения. Во внеурочное время мы с ребятами традиционно проводим походы. Вот здесь на слайде представлены некоторые фотографии. Походы в природу, экскурсии в природу, проведение акций «Береги себя» для малышей, прогулки на свежем воздухе, недели безопасности. Следующим условием успешной образовательно-коррекционной работы с обучающимися с ТНР на уроках и во внеурочное время является модификация и адаптация учебной программы, использование их коррекционно-развивающих возможностей в минимизации речевых нарушений и активизации коммуникативных навыков. Предметные области, филология, математика и окружающий мир изучаются по базовым учебникам УМК «Школа России». Учитывая характерные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, весь учебный материал нами адаптируется. Нами проходит адаптация методики обучения. Мы используем в работе полисенсорный подход, использование максимально возможного количества анализаторов в работе, таких как зрительный, слуховой, моторный, тактильный. Исключение из объяснения новой темы сложных абстрактных понятий. Также сюда относится использование дополнительной визуальной поддержки в виде наглядных схем, алгоритмов, пиктограмм, карточек. Вот сейчас, уважаемые коллеги, я тоже хочу обратить ваше внимание к небольшому видеофрагменту урока обучения грамоте в первом дополнительном классе, в котором отражены некоторые принципы и подходы адаптации методики обучения. Кто догадался, какой звук это? Убежал звук. Смотрите, я не зря взяла сегодня вам сушку. Кто догадался, почему? Вот, похоже на букву О, сушка. Как колесо на ноль. Ладно, молодцы. На ноль, смотрите, она круглая. А когда мы произносим Ш, у нас губы какие? Кругленькие. Губки, как сушка. Говорим. Молодцы. А язычок поднимается вверх. Говорим. Молодцы. А скажите, пожалуйста, воздух какой у нас идет? Мы замерзли, зима, греемся и говорим. Какой воздух? Теплый воздух. Можно даже ручки греть, когда зимой вы замерзаете, на остановке стоите и говорите. Вот такой вот небольшой видеофрагмент. Это первый дополнительный класс, первый год обучения. Так. Далее также мы рассматриваем, адаптируем способы преподнесения учебного материала. Значит, что мы сюда отнесем? Так, сейчас минуточку. Так, вот. Значит, соблюдение принципа коррекционной педагогики от простого к сложному. Сочетание словесных методов с применением наглядных и предметно-практических. Обязательное включение специальных упражнений по развитию и коррекции высших психических функций. Деление заданий на дозы с обязательным обобщением проделанного. Четкость каждого учебного задания. Постоянное управление вниманием. Обговаривание критериев оценивания. Живая эмоциональная речь учителя. И сейчас вашему вниманию я хочу предложить фрагмент урока этого года обучения во втором классе. Так. Урок математики, урок изучения новой темы. Некоторые элементы я вам сейчас покажу. Не согласен или согласна, не согласна. Слушайте внимательно. Сразу же очень внимательно. Математика, друзья, сейчас. Порядок на партах у вас.
Не вижу. Будем петь и танцевать. Думать, считать и решать. Аккуратно писать. Друг другу мешать. Конечно же нет, Алеша, думай хорошо. Дружно работать и новое узнавать. Молодцы. Все на уроке успевать. На всех уроках мы с вами выводим критерии оценивания. Внимательно слушай. Бери, клади наверх. Снежана. Внимательно слушаю. Самостоятельно работаю. Гоша. Аккуратно напиши. Быстренько. Владик. Совершенно верно. Правильно, Коля. Давай быстренько. Еще что? Да, ну а теперь мы так красиво прочитай, пожалуйста, это. Давай заново. Итак, ребята, вот по таким критериям вы сегодня будете оценивать свою работу. Что значит оценивать работу? Сколько плюсиков вы набираете на работу отличная? От 6 до 10 у нас работа отличная. Пятерка. 5 плюсиков это хорошо. Вот Арина тут написано. И 4 плюсика. Итак, вот самый первый критерий, который вы будете внимательно слушать. Вот сейчас у вас может появиться. Так, вот это небольшие видеофрагменты с урока. И также, конечно, мы особое внимание уделяем адаптации учебного материала. Что сюда можно отнести, да, какие критерии? Точность и краткость инструкций, проверка понимания предложенного задания, тщательный отбор словесного и иллюстрированного материала, сокращение объема заданий при сохранении уровня сложности, дополнительная визуализация заданий, подбор упражнений нарастающей сложности, подача нового материала с опорой на жизненный опыт обучающихся. Учесть вышеперечисленные условия мы считаем, что необходимо учитывать вот эти все условия при составлении и разработке индивидуальных карточек. В первом дополнительном и в первых классах составлялись и разрабатывались папки-помощницы. Вот вы видите их на экране. И эти папки-помощницы пополнялись ежедневно из урока в урок. Для изучения новой темы, для повторения изученного материала, для обобщения материала. В каждую папочку складывались индивидуально разработанные адаптированные карточки. Адаптированный материал позволял строить урок более эффективно и продуктивно. А в вечернее время воспитатели класса группы и родители могли увидеть изученную тему урока, усвоение материала обучающимися, успехи каждого обучающегося и повторить учебный материал, выполнить задания, адаптированные домашние задания. Ну вот, к примеру, на уроке обучения грамоте в первом классе при изучении темы «Двойная роль буквы «Я» в классе проводилась работа по ознакомлению двойной роли буквы «Я» по карточке номер 1. Вот здесь вы видите эту карточку. Инструкции, как вы заметили, они отсутствуют, потому что ребятам эти задания предлагались выполнять именно в классе. Все задания они выполняли под руководством учителя. А для закрепления темы ребята дома выполняли адаптированные задания, вы видите карточка под номером 2, которые были направлены на закрепление изученного материала. Все карточки, которые составлялись к урокам, подбирались с учетом тематики, с учетом словаря, который знаком ребятам. Есть в интернет-ресурсах есть разные карточки, которые и подходят к нам, но есть и такие, которые нужно разрабатывать заново, перерабатывать. В основном, конечно же, мы предлагали ребятам в первом дополнительном первом классе разработанный нами самостоятельно адаптированный материал. Во втором полугодии первого класса программой предусмотрен переход от обучения грамоте к изучению русского языка.
Ребятам предстояло знакомство с учебником «Русский язык», в котором появились первые правила. Предлагались упражнения с несколькими заданиями. Зачастую встречались новые слова. Мы решили создать первый справочник по русскому языку, в котором предлагали адаптированные задания для постепенного перехода работы с учебником. Вот на экране вы видите представлен справочник и карточка с заданием к уроку с алгоритмизированными заданиями. Видите, что задания все написаны коротко, инструкции все даны поэтапные. То есть мы предлагаем ребятам закрепить старый изученный материал и предлагаем ребятам вспомнить изученный материал, и если у них возникают трудности, обратиться к учебнику, страницы вы тоже видите, они указаны, да, и дописать с помощью учебника или уже с помощью своих знаний правила, которые вечером нужно будет повторить. А во втором классе, сейчас, когда мы вот с ребятами изучали части речи, научились работать с учебником уже, и чаще всего новый материал по мере изучения стали вывешивать на стенды. Карточки с адаптированными заданиями для введения нового материала, закрепления, выполнения актуальной домашней работы приклеивались в тетрадь. Вот здесь вы видите такой небольшой опорный стенд по частям речи. Он оформлялся постепенно. То есть сначала он был у нас пустой, и мы его постепенно, изучая материал, да, новый материал, мы его с ребятами заполняли. И всегда у ребят была опорой, то есть всегда ребята могли во время урока и подойти к этому стенду, и посмотреть, и обратиться, если что-то подзабыли. Также адаптация учебного материала, да, происходит и в наших тетрадях по русскому языку, по математике. Здесь вы на слайде видите, как мы адаптировали учебный материал, как мы подбирали с ребятами, вспоминали изученные орфограммы. Когда ребятам предлагались слова, ребятам нужно было соединить слово с орфограммой, да. Очень тщательно подбирается материал при изучении новой темы именно по орфограммам. Здесь вот слева на слайде вы видите задание, когда мы изучали с ребятами парный согласный. Мы вывели такие вот таблички, да, такие столбцы. Как мы произносим и слышим слово с парным согласным в середине, с парным согласным в конце слова. Также следующий столбик мы предлагаем ребятам, как нужно проверить. Напоминаем ребятам, проверяю, гласную вставляю или букву «Н». Старались, конечно, подбирать такие короткие стишки, придумывать их, чтобы ребятам было их легче запомнить. И в конце, следующий столбик вы видите, да, что мы ребятам уже предлагаем после того, как мы прослушали, проверили, а теперь мы уже предлагаем ребятам написать правильно слово с этой орфограммой. Здесь справа также вы видите, что подготовка к контрольным работам, она у нас тоже проходит адаптированно. Если мы с ребятами работаем над проверкой написания каких-то орфограмм, ну вот здесь вы видите как бы небольшую систему работы по написанию парных согласных, мы адаптируем этот материал, приклеиваем карточку в тетрадь, так как нам нужно обратить особое внимание именно на подбор проверочных слов. Здесь же, опять же, ребята гласными могут пробежаться по тетради, найти правила, да, которые помогают нам проверить слово. Вот. И таким вот образом мы адаптируем материал, чтобы ребятам он был доступен и понятен. Следующее условие успешной образовательной коррекционной работы с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи – это формирование социально-коммуникативного внимания, вежливости, приветливости, а также общекультурных, морально-этических и нравственных норм поведения. Так как у обучающихся с ТНР отмечаются трудности взаимодействия с социальной средой,
адекватного реагирования на происходящие изменения в достижении своих целей. Формирование социально-коммуникативного внимания, морально-этических, нравственных норм поведения начинается с первых дней обучения детей в школе-интернате и включается в урочную и внеурочную деятельность посредством бесед, экскурсий, подготовки и проведения праздников, участия в конкурсах различного уровня. Так, на уроках чтения мы с ребятами знакомимся с произведениями и обсуждаем поступки героев, даем устную характеристику героям и их поступкам, учимся сочувствовать, делать правильные выводы. Также нами ведутся читательские дневники, тоже адаптированные, разработанные именно для наших детей, для детей с тяжелыми нарушениями речи. Здесь, конечно же, вы видите знакомые такие разделы: автор, название, жанр, герои, новые слова. Но обязательно в этих тетрадях есть какие-то, мы предлагаем ребятам выполнить какие-то и творческие задания. Систематически проводим экскурсии с ребятами как в организации культуры Республики Коми города Сыктывкара, так и выезжаем с ребятами на производство. Особую роль в формировании социально-коммуникативного внимания, морально-этических, нравственных норм поведения мы отводим организациям праздников и конкурсов. И вот сейчас тоже небольшой видеофрагмент. Вот, переключимся к праздникам. Здесь несколько видеороликов. Вот небольшие такие фрагменты. Это ребята у нас здесь еще показаны в дополнительном классе. Вот. И, конечно же, мы очень большое внимание отводим участию наших ребят, привлечению к участию наших ребят в конкурсах различного уровня. Тоже небольшой такой видеоотчет я вам предлагаю посмотреть. Как поживаешь, дружище? Светит ярко, в школу я иду. На линейке школьной все радости ношу. Как чудесно, как чудесно, как замечательно. Урок на урок, друзья. Гимнастику для мозга делать пора. Ножку подогну, как журавль стою. Снорку буду рисовать, руки и глаза тренировать. Гоша, а ты знаешь, сколько лет нашей республике? Да вот, смотри, республике Коми 100 лет. Ого! Да, на, открой книгу и прочитай. Коми букву нами можно, как готового что-то. Вирис вивти, куналис, остер. Я иду землею Коми, древняя тайга кругом.
Лес такой могуч, огромен, если где, в краю другом. Адже сини шилять Боже, вилили тащицю, селити, типкать гожем, все чахує стає бур. Агния Барто, мама или я? Непонятно, кто из нас поступает в первый класс. Мама или я? Новиков или я? Агния Барто, Любочка. Синенькая Любочка, веточка в косе. Кто не знает Любочку, ну знает. Агния Барто, помощница. У Танюши дел немало, у Танюши много дел. Утром брату помогала, он с утра конфеты ел. В нашем классе учатся умники и умницы. Все стараются трудиться. Посмотрите на их лица. Я Георгий, я Макарий, я Николай, Я Павел. я Рына, Я Вячеслав. Я Владислав. Я Сашня. я Андрей. А дома остался Алексей. Третий год с ребятами дружно мы живем. На уроках каждый день много узнаем. Решаем, подсчитаем, пишем, Думаем, играем. все стараемся успеть. Даже танцевать и петь. В общем, любим мы учиться. Нам лениться не годится. Много грамот получаем. Вот они, ученики, все успешны. Посмотри. Вот такие небольшие видеофрагменты именно с участия в конкурсах различного уровня. Конечно же, здесь вы увидели тесную работу всех педагогов нашего коллектива. Тесная работа прослеживалась и в работе логопеда, воспитателей, всех предметников. Вот. И итогом такой вот тесной работы за все эти 3 года обучения наших ребят являются вот такие итоги промежуточной аттестации по предметам за 2 класс. Вот здесь представлены эти итоги. Мы так хотим надеяться, что все условия, которые существуют в педагогической практике, специальные образовательные условия, мы применяем в нашей работе, поэтому итоги на сегодняшний день пока у нас благополучные. Вот. На этом наш вебинар, уважаемые коллеги, подходит к концу. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь в КРИРО. С Натальей Александровной мы найдем выход с вами и обязательно с вами посоветуемся, поговорим. Спасибо, уважаемые коллеги, за ваши отзывы. Очень приятно их видеть. Вот. Будем вместе сотрудничать. Спасибо. Благодарю всех за внимание.